Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Кшара. Сегодня в программе. Президент Бадра Гунба встретился с делегацией из Республики Татарстан. В рамках празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне по всей республике проходят памятные мероприятия. Группа художников из России украсит яркими муралами фасады многоэтажных домов столицы. Беслан Эшба назначен руководителем администрации президента Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал президент Бадра Гунба. Абесалом Кварч освобожден от должности руководителя администрации президента согласно поданному заявлению. Исполняющим обязанности главы администрации города Сухум назначен Тимур Агрба. Временное исполнение обязанностей начальника управления капитального строительства Республики Абхазия возложено на исполняющего обязанности заместителя начальника УКСа Демира Гамисония. Президент Бадра Гунба встретился с делегацией из Республики Татарстан, возглавляемой заместителем премьер-министра Татарстана Василием Шейхразиевым. Глава государства тепло приветствовал гостей и отметил давние дружественные связи между Абхазией и Татарстаном. Шейхразиев поздравил Бадру Гунба со вступлением в должность президента и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, включая экономические, культурные и гуманитарные проекты. Рады вас видеть в Абхазии. С Республикой Татарстан нас связывают узы дружбы, исторические узы. В непростые сложные времена Татарстан всегда был близок нашей стране, народу Абхазии, поэтому всегда рады приветствовать наших друзей из Республики Татарстан. И буквально у нас недавно проходила инаугурация президента, и делегация Татарстана присутствовала на этой инаугурации. Мы рады вас приветствовать. Уважаемый господин президент, в самом деле очень приятно находиться здесь. Мы только что через практически всю Абхазию из Сочи на машине приехали сюда, посмотрели приятные места, как люди активно идут на работу, едут на работу, так что жизнь кипит. Ну и в первую очередь хочется поздравить вас с вступлением в должность президента Абхазии. Конечно, народ сделал абсолютно правильный выбор, избрав вас. И 2 числа, когда было вступление в должность, конечно, наш раис республики Рустам Нургалиевич сначала меня хотел направить сюда, но в это время как раз у меня полностью была задекларирована поездка в Донецкую Народную Республику, в Луганскую Народную Республику, и поэтому я не смог. И уважаемый Марат Готович, заместитель председателя Государственного совета, был делегирован здесь. Перед поездкой я с ним разговаривал на эту тему. Приятно, конечно, что на самом высоком уровне прошло вступление в должность, инаугурация. И, конечно, Российская Федерация, когда представлял господин Кириенко, первый зам руководителя администрации президента Российской Федерации, личные поздравления председателя правительства господина Мишустина говорят о том, что Россия и Абхазия очень близки, и братские, и в экономических отношениях, во всех. Поэтому еще раз поздравляем и, конечно, желаем, плодотворной работы во имя мира, процветания, чтобы вот тот период, который был определен и избирателями, и Всевышним, в самом деле очень плодотворно был направлен на развитие. Конечно, дел очень много, и внутри, вы абсолютно правильно сказали во время вступления в должность, самое главное – это единение народов. То есть, если дома мир, согласие, понимание, там можно созидать, там можно инвестировать, там можно, с любовью делать то дело, которое есть. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба встретился с делегацией Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василием Шейхразиевым. Во встрече также принял участие вице-спикер Астамур Аршба. Участники встречи выразили уверенность в продолжении конструктивного взаимодействия и заинтересованность в тесном и плодотворном сотрудничестве.
Накануне знаменательной даты 80-летия победы в Великой Отечественной войне члены делегации Республики Татарстан и спикер парламента Лаша Ашуба почтили память воинов, отдавших свои жизни за победу. Они возложили цветы к памятнику неизвестному солдату на набережной Диаскуров в Сухуме. Вопросы определения границ заповедников и парка рассматривались на заседании рабочей группы по подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Пицунда-Мюссерского, Псхогу-Местинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка. Заседание провел премьер-министр Владимир Делба. Глава правительства поручил доработать проекты нормативных правовых актов с учетом предложений рабочей группы и согласовать их с уполномоченными центральными органами государственного управления и государственными научными учреждениями. В соответствии с поручением президента Бадры Гунба на 41-м километре автодороги, ведущей к озеру Рица, проводятся ремонтно-восстановительные работы. Ранее здесь произошел оползень. На участок была переброшена спецтехника. Специалисты управления капитального строительства провели все необходимые геодезические и геологические изыскания. Идет раскопка котлована. Как только позволит погода, начнутся работы по бурению и установке свай, а затем возведение подпорной стены. Работы планируют завершить в течение месяца. Всего необходимо построить 2 новые подпорные стены длиной по 20 метров каждая. Ориентировочная стоимость работы около 18 миллионов рублей. К другим новостям. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по всей республике проходят памятные мероприятия. Со 2 по 8 апреля Абхазия принимала международную военно-патриотическую акцию «Эстафета Победы». Старт эстафеты состоялся 2 февраля одновременно по 2 маршрутам – в Бресте и Мурманске. Она проходит в 9 странах и завершится 28 мая в Москве. В Абхазии эстафета проходила 6 дней. 8 апреля она прибыла в город Сочи. Мероприятия акции «Эстафета Победы» прошли в Гагре, Гудауте, Сухуме, Учимчире, Ткварчале и Гале. Подробно обо всем в материале Алики Трапш. Акция «Эстафета Победы» призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но также стран СНГ. В Гагре участники праздничных мероприятий «Эстафета Победы» почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы у мемориала славы. Сотрудники погрануправления СГБ Республики и погрануправления ФСБ России в Абхазии также посетили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с наступающим 80-летием Победы, вручили памятные сувениры и продовольственные наборы. Далее эстафету Победы приняла столица Абхазии Сухум. У памятника неизвестному солдату прошла церемония возложения цветов и памятный митинг. Символ эстафеты – своеобразный кубок, макет пограничного столба с орденом Отечественной войны. Эстафета Победы укрепляет единство и исторически сложившуюся дружбу между народами, сохраняет память о героизме стран против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Эстафета Победы помогает нам еще раз вспомнить о героическом прошлом наших старших поколений, дать память и уважение всем участникам Великой Отечественной войны, офицерам и солдатам Красной Армии, советскому народу, который добыл эту победу. Эстафета Победы помогает нам еще раз убедиться в достойном настоящем правопреемников Великой Победы. Сегодня наши военнослужащие вместе охраняют государственную границу, а также защищают наши будущие поколения от нацистской нечисти в условиях проводимой специальной военной операции. И в этой нелегкой схватке мы видим немало примеров мужества и героизма наших бойцов. Нет сомнений, что граждане Российской Федерации и Республики Абхазия сохранят историческую память о Великой Отечественной войне. Это символ памяти, мужества и стойкости наших народов, народов Советского Союза. Она дает возможность молодежи знать про подвиги своих дедов и прадедов. Мы благодарны командованию пограничного управления ФСБ России в Абхазии за организацию этой важной акции. Спасибо всем тем, кто помнит подвиг наших воинов. Спасибо всем, кто принимает участие в сегодняшней акции. И вечная слава, и вечная память нашим героям. Свой вклад в победу вложили все народы Советского Союза. Активное участие принимал и народ Абхазии. В ряды советской армии было призвано более 55 500 человек. Из них пали смертью храбрых
более 17 тысяч человек. 22 воина, которых взрастила и воспитала Абхазия, стали героями Советского Союза. 3 уроженцев Абхазии стали полными кавалерами орденов славы 3 степеней. Накануне войны сотни абхазов были офицерами, а в ходе войны стали ими. Абхазы принимали участие во всех стратегических фронтовых и армейских операциях. Администрацией города Сухум совместно с погрануправлением ФСБ России в Абхазии был организован праздничный концерт «Полевая кухня» с солдатской кашей и напитками. В землю нашу полегли когда-то, превратились в белых журавлей. Далее эстафета Победы отправилась в Очимчеру. У памятника Великой Отечественной войны состоялась церемония возложения венков. В ней приняли участие руководство района, военнослужащие и горожане. Затем в Доме культуры прошел праздничный концерт. Праздничные мероприятия эстафеты Победы прошли и в Ткварчале, где также прошла церемония возложения цветов у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и праздничный концерт. В Галском районе торжественные мероприятия эстафеты Победы прошли в селе Бгоура, возле недавно отреставрированного памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Руководители района, представители погрануправления ФСБ России в Абхазии, военнослужащие, жители района, школьники минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятнику. Также состоялся митинг. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в школах Абхазии появятся муралы. Проект реализуется совместно Министерством просвещения Абхазии и Фондом президентских грантов России. В настоящее время мурал украсил фасад Очимчирской школы-интерната имени Симона Басария. На стене школы изображена знаменитая скульптура «Воин-освободитель». Тамышскую среднюю школу украсил мурал с изображением героя Советского Союза, уроженца села Варлама Габлия. А в основу мурала на стене Галской средней школы номер 2 лег детский рисунок, отобранный в рамках конкурса «Грани творчества» Минпроса и Российского детского юношеского центра. Ранее мурал появился на стене Бомборской средней школы, где изображены защитники Отечества Хакибей Айба, Шамиль Акусба, Рожден Барцыц и Варлам Габлия. В рамках инициативы муралами будет украшено 10 школ по всей республике. Кроме того, к 80-летию Победы Россия помогает Абхазии восстановить мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны. Средства выделены по личному распоряжению Владимира Путина. Любое абхазское село могло получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В каждом селе, в каждом административном отделении в Абхазии, как и везде, имеются памятники, имеются захоронения, имеются обелиски, то есть все, что связано с войной, и многих из них они нуждаются в восстановлении, в ремонте. И вот к нам обратились где-то месяц назад фонд президентских грантов, руководство фонда президентских грантов России. И они провели семинар. Сами приехали, руководство, провели семинар практически со всеми главами наших сел. На этом было принято решение оказать содействие, помощь, финансирование сел. Те, которые будут участвовать, подадут заявки в размере до 1 миллиона рублей. Всего было подано 69 заявок от сел. Комиссия отбирала их и приступала к восстановлению памятников. Прием заявок на восстановление памятников героям Великой Отечественной войны завершен. Но в будущем Фонд президентских грантов Российской Федерации может оказать поддержку Абхазии и в других проектах. Темы войны для оказания помощи селам. Это проект работает в России, в отдаленных от центра России регионах. И он также будет и в Абхазии работать, если наши села, руководство будут заинтересованы в восстановлении каких-то культурных очагов, спортивных, социальных проектов. Они смогут участвовать в грантах, на каких-то льготах им будут предоставлять эти гранты, и наши села каким-то образом будут именно в этих проектах. Восстановление мемориалов в память о героях Великой Отечественной войны завершится в Абхазии ко Дню Победы 9 мая. Алика Драпша, Дина Ханагуа, Абхазское телевидение.
Группа художников из России прибыла в Сухум. Яркими муралами мастера планируют украсить фасады многоэтажных домов столицы, а также 4-ю школу и детский сад Адзых. 8 апреля художники оценивали техническое состояние фасадов, определяли наиболее подходящие объекты для реализации проекта. В республике мероприятие проводится Фондом поддержки и развития современного искусства «Новые формы» при поддержке Фонда президентских грантов России. Шазина Ханагу продолжит тему. Яркие эффектные муралы станут центром притяжения столицы в самое ближайшее время. Муралы – это такая монументальная живопись на габаритных зданиях, довольно популярное явление во всем мире. Ими украшают даже небоскребы. В Сухуме украшать художественными полотнами фасады домов будут художники Фонда поддержки и развития современного искусства «Новые формы». В их руках стены городских зданий превратятся в холсты художника. Каждый квадратный метр требует особого подхода к подготовке поверхности, выбору материалов и техники нанесения. Специалисты оценили техническое состояние фасадов, определили наиболее подходящие объекты для реализации проекта. Мы здесь при поддержке Фонда президентских грантов проводим первый наш международный заграничный фестиваль. В России мы проводили уже много фестивалей, но это такой заграничный наш первый, и поэтому для нас важно, что мы здесь первые, что здесь еще пустые стены, и зритель будет более, возможно, лоялен или не, посмотрим на их реакцию. Но для нас это, конечно же, опыт, и для нас самое главное привести искусство, просвещение и развитие. Тематика рисунков будет разнообразной и при этом отвечающей местному колориту и традициям, добавил художник. Эскизы утвердят с учетом мнения жителей домов. По словам Филиппа Дульмаченко, будет также заключен договор с Сухумским худучилищем, студенты которого помогут в реализации проекта. У нас предполагается 10 поверхностей, 10 фасадов, соответственно, 10 художников. У нас будет не только художники, но и ассистенты. Плюс у нас сейчас подписывается соглашение с местным художественным вузом, где будет нам предоставлены 10 тоже художников. У нас тоже цель научить местных художников работать с большими полотнами. В первую очередь они будут выступать как помощники, да, вот просто посмотреть стилистику, потому что каждый художник начинал с подмастерья, помощников, чтобы специфику уловить. Понимать, какие используются материалы, какая техника, как с этим работать. Там же страховочное оборудование. Это все надо тоже уметь знать, чтобы работать на высоте. Не любой фасад здания может подойти для нанесения муралов. В первую очередь это должны быть глухие фасады, чтобы полотно для художника было большое и поменьше окон. В преимуществе высокие объекты. Чем масштабнее, тем лучше, говорит Филипп Дульмаченко. Фасад подготавливается, и также на вот этих люльках художники будут работать. Краски используются у нас профессиональные, фасадные, которые не выгорают на солнце, и воздействие каких-то там осадков ничего не потечет. Если используем аэрозольную краску, это, конечно, иностранная краска, или испанская, или немецкая. Мы будем ее привозить из России, а в Россию там тоже долгий путь у нее. В среднем для создания одного рисунка на стене 10-этажного дома 2 художников работают около 2 недель. Начать планируется после согласования эскизов. Встречались с мэрией, со всеми местными органами. Но у нас очень важно, это чтобы жители утвердили эскизы, потому что без их согласия мы не можем приступить, потому что им жить и смотреть каждый день на этот рисунок, поэтому очень важно, чтобы жители нас поддержали. Также мы сейчас подготавливаем первую электричку, которая будет курсировать из Адлера в Сухум, или она куда дальше будет идти. Вот тоже разрабатываются эскизы, она будет оформлена в стиле 4 вагона. Такое искусство уже давно в тренде во всем мире, ведь оно делает города непохожими на все остальные. К примеру, планируется украсить фасад здания многоэтажного дома по улице Когоне, 62, одной из картин абхазского художника Ливарсы Бутпа. Ко мне обратились российские художники с просьбой помочь погрузиться в культуру нашей страны, в частности нашего города. На самом деле они сразу попали в точку, потому что сами предложили картину Ливарса Бутпа поместить на фасад Ингулгесского дома. Это центр нашего города. И, по-моему, это прямое попадание, потому что все-таки Ливарс является символом все-таки
уже для Абхазии. Один из муралов появится на здании Сухумской школы номер 4 и детского сада «Адзых». В управлении образования администрации Сухума обсудили эскизы. Шазина Ханагу, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габле принял педагогов, вернувшихся из поездки в Центр знаний Машук, а также встретился с победителем телеолимпиады «Умники и умницы» Нестором Тарбо и призером международной олимпиады ТИИМ, школьницей из Гагры Маргаритой Бганба. Подробности в материале Гунды Шоуа. Насыщенный день в Министерстве просвещения. Исполняющий обязанности министра Инал Габле встретился с учителями, приехавшие на днях из Пятигорска. В этом году около 200 директоров и педагогов общеобразовательных школ Абхазии участвовали в образовательных мероприятиях Центра знаний Машук. К нам пришли в гости учителя, которые принимали участие в весеннем педсовете. Он стал международным благодаря участию Республики Абхазия. И учителя приехали заряженные, замотивированные. Тема была детский отдых летний. И мы договорились, что в наших школах мы будем продолжать опыт создания детских лагерей. Например, в прошлом году в Ачамчире мы провели такой лагерь двухнедельный совместно с фондом «Моя история» и Минпросвещением России. И дети очень были рады. Учителя отметили, что главной целью мероприятия было поделиться с участниками лучшими практиками и методиками, которые используют российские педагоги в своей ежедневной работе, а знания, полученные в результате обмена опытом с российскими коллегами, они будут использовать в работе с детьми. Были различные виды у нас работ, и вот, как сказала коллега, и командные работы, и в группах, и разные были семинары. Мы могли это все по выбору выбрать, что именно нас интересовало. Вот, так как моя группа, где я находилась все эти 3 дня, занималась, отдыхом, как улучшить отдых педагога. Оказывается, эта тема очень важна. Как-то лето и лето, да? А тут, оказывается, столько аспектов, как можно улучшить и самочувствие, и на будущий год сделать какие-то наметки, наработки, и самообразовательный уровень повысить. В общем, этому было посвящено. Правильно спланированный летний отдых помогает учителям вернуться к работе с новыми знаниями, свежими идеями и энтузиазмом. Важно правильно организовать каникулы, чтобы снять психологическую нагрузку, накопившуюся за учебный год. В школе, так как тема была очень актуальна для моей школы, в принципе, для Абхазии, это тема летнего отдыха учащихся и учителей. Как же структурировать такую работу, когда, в принципе, летом мы должны отдыхать. У нас так принято, что мы должны после рабочего процесса немножко набраться сил, но при этом работа не должна прекращаться, чтобы не было такого, что мы сбиваем темп рабочий. Это очень сильно снижает уровень подготовки уже в сентябре, когда дети приходят обратно в новый учебный год. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габле встретился с победителем Всероссийской телевизионной олимпиады «Умники и умницы», выпускником 2-й Сухумской школы Нестором Тарбо, и поздравил его с успехом. С улыбкой на лице Нестор поделился впечатлениями и эмоциями, полученными от игры. После финала, честно говоря, долго от себя отходил, потому что это уже случилось. Мы же за пару часов это все сделали, сняли. Поздравления, все встреча с ректором. Потом напутственные речи, затем я уже всем позвонил, в первую очередь, Министерство просвещения наше с этой радостной новостью. Затем я очень много приятных, правда, вещей слышал, поздравлений, еще тоже наставления слышал. И сейчас, когда сижу с вами, мне очень приятно слышать то, что я сделал для себя, я также сделаю для всех остальных. Также Инал Габле принял призера Международной математической олимпиады, связанной с технологией и информатикой, поздравил ее с почетным 3-м местом и пожелал успехов в учебе. Благодарю твоих учителей, тебя за твой труд, что ты справилась с достаточно сложными заданиями по математике. Я думаю, они намного сложнее, чем даже уровень нашей республиканской олимпиады. Поэтому ты показала действительно достойные, высокие знания в математической науке. Всем гостям от Министерства просвещения были вручены памятные подарки, книги и дипломы. Гунда Шоуа, Алексея Гухава, Нурсул Цулуки, Абхазское телевидение.
Нагрудным знаком Министерства туризма за вклад в развитие туризма Абхазии награждена генеральный директор пансионата «Солнечный» Рима Ардзенба. Пансионат принимает туристов с 1971 года. Трудовой стаж Римы Ардзенба составляет 43 года. В 2009 году за трудовую доблесть она была удостоена ордена Ахцепша третьей степени. Под ее чутким руководством в пансионате осуществляется благоустройство территории и пляжа. Расширена столовая, улучшаются номера, строятся бассейны, новые коттеджи, которые оснащаются современной техникой и оборудованием. Мы все работаем в одной сфере, мы занимаемся туризмом, мы занимаемся приемом, размещением наших гостей, которые к нам из года в год приезжают. Турпоток увеличивается, качество предоставляемых услуг становится все лучше и лучше. На сегодняшний день мы принимающая сторона в лице вас, которая принимает наших гостей и туристов, которые из года в год возвращаются к нам в республику благодаря слаженному труду вашему, который вы сегодня делаете на сегодняшний день. Под руководством Римы Дмитриевны из года в год на ваш объект приезжают люди, отдыхают, проводят хорошо время. Сегодня мы хотим наградить Риму Дмитриевну внутриведомственной наградой за вклад в развитие в сфере туризма Республики Абхазия. Под ее руководством, исходя из ее опыта и профессиональным качеством, сегодня наша сфера развивается. Выражаем большую благодарность. Поздравляем вас! Хочу выразить огромную благодарность за столь высокую оценку моего труда. Успех моего труда зависит от моего коллектива. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо, что Бог дал мне такой коллектив, слаженный, уверенный в себе, понимающий. И главная задача моего коллектива – это принимать достойно нашего туриста со всех регионов России и других регионов, организовывать безопасность, соответственно, все, что необходимо динамике того туристического плана, а также развиваться и улучшать условия отдыха нашего туриста. Огромное вам спасибо. И табуб дарадза абзира курзихана авику и бахат. Бесконечные овации и крики «Браво!» с оглушительным успехом прошел в Самаре концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» и Государственного камерного оркестра Абхазии под управлением Давида Терзяна. Концерт прошел в рамках обменных культурных мероприятий между Россией и Абхазией. Для самарских зрителей была подготовлена новая программа. Прозвучали шедевры мировой классики, а также джазовые композиции, рок-музыка, саундтреки из фильмов и мультфильмов. После концерта зрители долго не отпускали музыкантов со сцены. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» народной артистки Нины Эльбжани и заслуженной артистки Гулизы Ависба в сопровождении камерного оркестра Абхазии под управлением главного дирижера Давида Терзян выступил в Самарской филармонии. Перед концертом министр культуры Самарской области Ирина Калягина зачитала приветственный адрес от имени министра культуры России. Дорогие друзья, от имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую вас в Самаре и поздравляю с открытием Дней культуры Абхазии в России в 2025 году. Очень радостно, что этот многожанровый и яркий проект стал уже доброй традицией. Каждый год позволяет жителям наших стран познакомиться с творчеством лучших российских и абхазских артистов и коллективов. Начальник отдела культуры и искусства Минкультуры Абхазии Автандил Канджари зачитал приветственный адрес участникам и гостям вечера от имени исполняющего обязанности министра культуры Динары Смыр. У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. По признанию музыкантов, они впервые совместно выступают в одном из ведущих концертных организаций России. Самарская филармония в этом году отмечает 85-летие. Для самарских зрителей, заполнивших зал филармонии, была подготовлена новая программа. Концерт начался с исполнения шедевров мировой классики, произведения Рахманинова, Баха, Моцарта, Бизе, Сен-Санса, Римского, Корсакова и других самарские зрители приняли овациями.
Зрители тепло приняли композицию «Oblivion» Пиаццоллы в исполнении скрипачки Эмилии Терзиан-Хагба. На концерте были люди разных возрастов, все они нашли для себя знакомые и любимые мелодии. Зрители услышали в исполнении дуэта и камерного оркестра джазовые композиции, рок- и поп-музыку, саундтреки из мультфильмов и фильмов. На концерте прозвучало и произведение композитора из Абхазии Леонида Чеплянского «Весенний ветерок». Концерт длился около 2 часов, но зрители, казалось, не устали. В самом конце были исполнены песни Майкла Джексона в аранжировке. Зрители оценили смелый выбор репертуара. Они поделились впечатлениями от выступлений музыкантов из Абхазии. Очень классно, в восторге, спасибо. Супер, потрясающе. Я в восторге. Мне понравилось все. Здесь были мурашки, здесь было расслабление, и здесь было самое главное – это впечатление. Концерт потрясающий, у меня в душе огромная благодарность за такое тонкое чувствование музыки, за такую гармонию, за энергию, за любовь к своему делу. Это всегда чувствуется. Я, честно говоря, пришла сюда как чистый лист. Я не знала, что будет в программе. Вот, поэтому для меня было сюрпризом, что была любимая классика и музыка из фильмов. И спасибо еще раз. Спасибо. В свою очередь артисты из Абхазии сами были под впечатлением от того, как их приняли искушенные самарские слушатели. Вы ожидали такой прием? Честно говоря, нет. Во-первых, мы впервые в этом городе потрясающем. Зал красивейший, орган на 990 мест, количество зрителей. Полный зал, и нас приняли так же тепло, как нас дома принимают наши зрители, наша публика, не отпускали. Концерт прошел на высшем уровне, наши солисты великолепно отыграли. Потому что было тяжело, утренняя репетиция, 5-часовая, вечером концерт. Ну, мы собрались, потому что это очень ответственно. Мы представляли сегодня Абхазию. Выступила министр культуры Самары, зачитала текст от министра культуры Российской Федерации Любимовой. Это очень волнительно и для нас очень важно, что нас уже знают, нас принимают, мы есть. В следующем году у нас будет юбилей 10 лет. Концерт, по-моему, удался. Люди кричали «Браво!», аплодисменты. Это, конечно, приятно. Программа непростая. 2 часа мы были на сцене. И я думаю, что это заслуга не только наша с Гулизой, но и оркестра. А самое главное, была потрясающая организация. Я благодарю Росконцерт за то, что они так все филигранно сорганизовали. Естественно, благодарю наше Министерство культуры в лице Динары Смылыш за то, что она доверила нам и включила в проект «Культурный обмен Россия-Абхазия». Концерт, конечно, у нас прошел. Мы очень довольны, мы счастливы, потому что зритель нас так встречал. Вы сами видели, какие были сумасшедшие аплодисменты. Конечно, это для нас победа. По завершении концерта министр культуры Самарской области поблагодарила артистов за прекрасное выступление. Спасибо вам огромное. Концерт пиано-дуо и камерного оркестра Абхазии в Самаре организован Росконцертом в рамках обменных культурных мероприятий между Россией и Абхазией. Мадина Абганба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение, Самара.
Союз журналистов Абхазии объявляет творческий конкурс «Смысл всей моей жизни. Свобода Апсны», посвященный 80-летию со дня рождения основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. На конкурс принимаются журналистские материалы различных жанров, статьи, интервью, очерки, репортажи, опубликованные в печати, переданные по телевидению и радио, размещенные на веб-сайтах. Прием работ завершится 1 ноября. И в завершении выпуска о погоде. В среду 9 апреля в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, гроза, туман, местами по Абхазии град. Температура воздуха ночью 3,8, днем 5-10 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.